И к другим темам. Сразу 2 случая с летальным исходом с начала года после посещения ночных заведений Якутска. Такова печальная статистика правонарушений, совершенных в объектах досуга столицы. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Именно здесь, в этом заведении «Рестобаре» «Крыша» неделю назад погиб молодой человек, который пришел отдыхать и обмыть свое повышение и перевод в Москву. Но этот вечер стал для него последним и роковым. После того, как он получил травмы головы, он скончался, не приходя в сознание, на следующий день в больнице. Да, это он. Действия подозреваемого были переквалифицированы на более тяжкий состав. Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным МВД, по итогам прошлого года было возбуждено 220 уголовных дел по преступлениям, совершенных в кафе, барах, ресторанах и клубах. На «Рестобар» «Крыша» приходится 5 уголовных дел. При этом в течение года было 10 вызовов в это заведение, из которых 7 приходится на июль. Всего в декабре на пульт оператора 02 поступило 86 обращений из развлекательных заведений города. С начала года 1622. В среднем в сутки поступают такие сообщения в 7-8 обращений. Рок-бар «Легенда» является лидером всех сводок МВД по количеству преступлений и вызовов на пульт дежурного 02, который поступает именно с этого заведения. Также среди лидеров полицейских сводок находится заведение «Сунгари», где было совершено 14 уголовных преступлений и 85 вызовов на пульт дежурного 02 в течение прошлого года. На данный момент заведение закрыто на 90 суток за нарушение санитарных норм. Найтлайф, или как его еще по-другому называют, Шахризабис, также попал в сводки МВД и СУСК. Здесь в новогоднюю ночь на 1 января произошла драка, в ходе которой молодой человек получил увечья и скончался у себя дома на следующий день. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело. На следующий день его тело было обнаружено соседями. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Что касается обвиняемого, после совершения преступления он скрылся из ночного заведения, но через некоторое время оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение. Он был доставлен к следователю и задержан. В ходе допроса он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения. 16 января текущего года по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба обвиняемых проходят по 111 статье части 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, привлекшего к смерти потерпевшего». По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы. Но всего этого могло бы не быть, если бы в этих заведениях нормально работала охрана и сотрудники были бы бдительнее. К сожалению, не все заведения прибегают к профессиональной охране и, чтобы сэкономить, нанимают людей буквально с улицы. На сегодняшний день картина обстоит так, что это категория коммерческих объектов. В принципе, там, где представители данных предприятий согласны с нашими тарифами, мы с ними работаем очень тесно. По городу Якутску, конечно, основные цифры – это порядка где-то 100 объектов под охраной. По республике ежесуточно выходит 68 групп задержаний, это 150 сотрудников. По городу Якутску у нас 7 патрулей в день, 7 в ночь. Дежурство организовано круглосуточно. На данный момент «Рестобар» «Крыша» продолжает работать в прежнем режиме. Руководство заведения отказалось давать нам комментарии. Мы комментариев никаких не даем. Почему? Ну, потому что руководство так решило. Сейчас вы работаете? Пока да. Ходить или не ходить по ночным заведениям, где очень велик риск не вернуться домой живым, решать вам. Но статистика говорит о том, что это далеко не безопасно. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.